напарнику очень понравилось отдыхать, но это не помешало мне посетить новое заведение на улице Горького. Оно так и называется – Горький бар, с интересным интерьером, великолепным баром, уютной обстановкой, ну и, конечно же, оригинальным названием. Для чего же разнообразна культурная жизнь в нашем городе? Хочешь в кино, хочешь на выставку, хочешь в театр, хочешь на концерт. Выбор, очень большой. Например, в Остинском театре всю неделю будут проходить разнообразные спектакли. Но если вы любитель комедии, я рекомендую вам пойти на спектакль «Бомж». Ну а 24 и 25 декабря в том же Остинском театре пройдет концерт ансамбля «Алан». Ну а 19 декабря ансамбль «Иристон» выступит с концертом в СОГУ в 18:00. Во Дворце культуры «Металлург» пройдет концерт Авета Маркаряна. Ой, Артем звонит. Привет, Артем. Да, вот афишу снимаем. Да. Ну, рассказывай. В клубе 49 пройдут корпоративные новогодние вечера. Приглашенный гость из Ростова. И шоу-программа. Все сказала. Давай. В Нотно-музыкальной библиотеке проходит выставка «Арзашт». 10 молодых остинских художниц подготовили особенную экспозицию «Смешение культур, различных этнических народов, объединить все народы мира». Вот главная задача этой нестандартной выставки. Ну а в Русском театре 20 декабря пройдет спектакль «Сказка. Подарки хозяина метелей». Сегодня в гостях у видеоафиши организатор мероприятия, один из самых востребованных ведущих Северной Осетии Виталий Галуев. Виталий, здравствуй. Привет. Виталий, ты недавно попал в один очень интересный рейтинг, в 5 самых ярких шоуменов года. Как ты относишься к подобной оценке и вообще, в принципе, кто такой шоумен? На самом деле, конечно, очень приятно, что такой могучий портал «15 регион» вообще обо мне знает, да? Но я, наверное, отношусь с улыбкой к рейтингу, да, к самому понятию шоумен в Осетии, да, потому что, в принципе, и в России пока шоу-бизнес на таком уровне, что шоуменов очень мало. Да, само это понятие для меня представляется очень серьезным. Я думаю, что так можно назвать человека, который сам является шоу, да. То есть шоумен — это тот, который, помимо того, что ведет мероприятия, которые в нашей республике по части, чаще всего частные, шоумен, он скорее представляет себя на публике, будь то телевидение, будь то радио, будь то крупные какие-то площадки в любом случае. Да? У нас, слава богу, тоже есть концерты, есть какие-то мероприятия, не свадьбы, да, и все такое, но мне кажется, рейтинг шоуменов Осетии — это пока так авансом все, да, потому что, естественно, оказаться в такой компании заслуженных людей — это уже приятно, но я скорее на чувстве приятности остановлюсь. За этот год ты провел очень много мероприятий.
был организатором также многих из них. Скажи, пожалуйста, какие мероприятия пользуются большей популярностью у молодежи? Ныне зрительский интерес, он очень так, не скажу рассеян, но разбросан по многим ипостасям. Да? Сейчас молодежь, можно сказать, и ориентируется на какие-то модные течения. Это вечеринки, да, это приглашение каких-то артистов в республику. Вот. Также молодежь, слава богу, обращается к нашим корням, да, к традиционно осетинским мероприятиям, которые, это не обязательно свадьба, да. Я горжусь тем, что знаю ребят, которые собирают на абсолютно безвозмездной основе людей на проспекте, в других частях республики, просто для того, чтобы вспомнить, что у нас есть танцы, у нас есть песни, и люди совершенно разных возрастов, да, и подавляющая часть из них молодежь. Это очень приятно. Сам же чаще, да, являюсь организатором несколько другого рода мероприятий. Это, можно сказать, там, приезды артистов, да, там какие-то презентации и так далее, что, в принципе, с нашей культурой не связано. Но, опять же, слава богу, у нас молодежь интересующаяся, знающая, уже с определенным вкусом. Есть, конечно, мероприятия, которые мне непонятны, почему они в принципе существуют, но, тем не менее, это тоже точка зрения, да, это тоже какие-то вкусы, о которых, как известно, не спорят. Как, на твой взгляд, молодое поколение сейчас умеет культурно отдыхать? Я скажу так, что оно все больше умеет культурно отдыхать, да, то есть тенденция к цивилизованному отдыху есть, слава богу. Конечно, до сих пор у многих ребят, да не только ребят, да, это, к сожалению, и взрослые люди, людей уже интересует тематика вечера, люди уже хотят чему-то соответствовать, и это, наверное, очень похвально, это очень приятно. И для тех, кто занимается именно организацией таких собраний, мероприятий, для людей, схожих со мной по профессии, это, наверное, большой плюс. Да, и могу сказать только слова благодарности тем, которые у нас в республике развивали это направление, да, то есть люди, которые старше меня, которые только начинали, если бы они когда-то не взялись за этот тяжелый, на мой взгляд, труд, то, возможно, мы были бы далеко-далеко. А вот если подвести итог, ты можешь составить свой рейтинг, на твой взгляд, самых ярких мероприятий уходящего года? Много было красивых мероприятий, и, как обычно, да, запоминается то, что было последнее. Могу сказать, что из того, что я видел, пожалуй, самое такое мощное событие года – это выступление нашего замечательного Никиты Васильева и в «Голосе», и с концертом в республике. По счастью, по великому счастью, получилось какую-то небольшую лепту внести в оба этих мероприятия. И могу сказать, что концерт в СОГУ, что концерт в арт-клубе «Инфинитив» получился просто сумасшедшим. И опять же, все зависело не столько от, наверное, от уровня артистов, которые были, сколько от эмоций. Никита приехал с живым бэндом, с командой «Суфле» из Москвы. И вот то, как эти ребята, они все очень молодые, да? И можно было бы подумать, что за счет недостатка опыта, может быть, там будут какие-то шероховатости, но я правда, честное слово, Никита, вот глядя в камеру, скажу, что я никогда на территории республики не видел такого концерта, пока. Если бы у тебя была возможность встретиться с человеком, когда-либо жившим на Земле, с кем бы ты встретился и что бы ты у него спросил? Таких людей не то чтобы очень много, но они не один, не два. Из ныне живущих, наверное, я бы хотел встретиться с Валерием Бессоловичем Гергиевым. Да вот, очень хотел бы. Причем я не знаю, что я бы у него именно спросил, да, потому что не знаю, что бы спросил. Единственное, я бы хотел выразить ему свою благодарность. Друзья, я знаю, что у Осетия ТВ очень молодая публика, и не важно, сколько вам лет.
молодая публика и в основной массе перспективная, которая к чему-то стремится. Все мы чего-то хотим, все мы на что-то надеемся, и для того, чтобы это осуществилось, друзья, недостаточно просто этого хотеть. Давайте все будем стараться, я обещаю, что тоже буду стараться. Прям, да. Давайте как минимум постараемся друг друга уважать, друг друга хоть немного любить, чтобы фраза «Саймамах Ирод Танешту», чтобы она приобрела твердость, потому что только вместе мы сможем чего-то достичь. Виталий, спасибо за интересную беседу. Я желаю тебе в новом году исполнения всех твоих желаний, чтобы у тебя все получилось. Спасибо тебе большое. Спасибо, с наступающим, друзья.